Берегите лесное богатство. Вон он бездельник догнал. Шикарная погода. Всем большой привет из Комы. Очередной поход. Поход сегодня будет у нас на первую избу с ночевкой. В планах побыть там несколько дней. Сегодня 21 июля 2022 года. Шикарная погода с утра сегодня, но лес, тайга, если посмотреть, вся сырая, так как у нас всю ночь шел дождь, вчера был дождь и позавчера дождливые дни сейчас были. Вот. В планах сейчас у меня сходить до фотоловушку, забрать и увезем эту фотоловушку в сторону нашей первой избы. Где-нибудь там установим. Мне интересно, кого-то он заснял или нет. Здесь у нас такая беседка, лесхоз сделал. Вроде как. Раньше столик стоял вон там, ямы, вон, смотрите. Лавочка вот там стояла. Очень неудобно. Сейчас передвинули. Я не знаю, кто. Может, кто-то из частников, может кто-то и из лесхоза рабочий. Вот. Тут яму вырыли. Да, наверное, еще так и лесхоз тут был. Раньше оставляли тут бачок. Помнится, первый год, когда вот это все сделали, бачок ушел отсюда. Там 200-литровый бачок был. Ну что, машину пока тут оставляем. И давайте сходим за фотоловушкой. Тайга очень сыро. Это дождь и роса. Все вместе. Сломал такую палку, чтобы отряхивать основную сырость. Тулан идет впереди. Много раз уже мне писали в комментариях, что птица еще не на крыле. А я хожу с собакой. Сейчас уже все птицы, конечно же, уже на крыле, но и те походы, которые вот чуть пораньше были, вглубь тайги мы не лезли, далеко не ходили, чтобы ворошить птенцов или еще. Все под контролем, одним словом. Блин, шикарное утро, ребят, честное слово. Хоть бы еще ветерок был. Ну, овад, основной овад сейчас уже все. Сезон закончился. Сейчас только комара и мошкара будет. Комары и мошкара. Тулан отмечает все подряд. Красотень. Природа и погода. За 2 недели черника уже вон такая стала. Ну, почти созрела, но немножко еще вот, оттенки коричневого цвета еще остались. Очень много комаров сегодня, очень много. Попробуем. Конечно, сейчас вообще он безвкусный, кислый еще. Не скажу, что он вкусный сейчас. Нет. Время еще не пришло. Но мы уже на подходе к фотоловушке. Прошло ровно 2 недели, как мы установили. Ну и посмотрим, что там. Кого он заснял. Самое главное, тулан что-то нюхтит. Как будто чьи-то следы какие-то есть. Кто-то приходил. Фотоловушка на месте. Это хорошо. Вон она. Никто не украл ничего. Но я немножко боялся, что фотоловушка может уйти. Потому что здесь уже не вторая изба. Здесь очень много людей ходит. Вон она, фотоловушка. Все забрали. Ладно, здесь комары просто меня... как его... Ну, невозможно что-либо проверить. Дойду до машины, у меня нет терпения. Там посмотрю, что и как. Тула!
Пошли нам. А, пускай гуляет. Слышите? Звук природы. Птицы. Ну, комары, блин. Конечно, ветер нужен сегодня. Безветренно. Вообще утро такое безветренное. В этих местах тоже вроде как слух есть, что будут вырубать лес. Может, в будущем году уже этот лес не будет стоять. Очень жалко. Сеть у паука. Так красиво, ребят, получилось. Не знаю, как... О, комар залетел, вон он. Этому комару не повезло. Все. Мышь мышеловка. Комар комароловка. Так красиво. Пошло испарение, смотрите. Испаряется. Надеюсь, передает вон деревья, все деревья, как в испарении идет. Солнце попадает. Муравьи просыпаются. Тоже смотрите, вот утреннее солнце, муравейник попадает. О, сейчас. Пусть проснутся, вон они. Сразу заактивировались. О, опасность почувствовали. Пойдем, не будем трогать их. Вон также есть паутина. Вон он. Блин. Везде сети раскиданы у пауков. Ну и я уже дошел до машины. Такая утренняя разминка. Пеший поход. Сейчас поедем дальше. Дальше путь у нас будет очень тяжелый. После дождя там дорога не очень так приятная будет. Ну что, ребят, я немножко просматривал. Тут 20 файлов, но может пару файлов это мои, когда я устанавливал, когда снимал. Но есть некоторые моменты, как сказать, кого он заснял. Блин, надо еще одну флешку, потому что я хочу еще оставить эту фотоловушку сегодня. А если оставлю, то не могу показать вам кадры. Так что не знаю, что и делать. Но есть кадры, которые, как сказать, попался зверь, которого я еще не видел ни разу. Все это я покажу сразу же и выложу, наверное, не буду тянуть. Так что есть несколько кадров. Четко работает фотоловушка. Но опять же с небольшим поздним включением. Не вовремя включается. Не вовремя включается. Из-за этого вот основные кадры, цель, кого мы хотим заснять, оно проходит. Потом уже только включается. Не сразу срабатывает фотоловушка. Короче, едем дальше. Фу, запарился я. Здесь жарко. Васька поехал. Вот так, ладно. Тоже поедем. Доехали до места, где прошлый поход был. С резиновой, ну, с ПВХ лодкой. Вот та береза, о чем я говорил, показывал. Речку переходили. Это полпути до нашей избы. Едем дальше. Очень красиво сейчас цветет иван-чай. Вон там, смотрите, сколько. Все цветет. Лекарственные травы. Чего-то нету сейчас. Объездная дорога вот тут. Вон тулан идет. Короче, ребят, я уже доехал до нашего столика.
всю дорогу снимать не стал, но скользко там. Очень скользко. Там глинистый участок. Машина кидает, блин, боком едет. Смотрите, как весело тут. Очень много птиц. Красота, и ветер поднимается чуть-чуть уже. Обмелела река совсем. Вон дровишка, ребят, смотрите. Мне писали тоже в комментариях, что с таежной реки со второй избы можно там сплавлять выпавшие деревья. Да, этих деревьев по всей реке бери не хочу. Тулан весь грязный. Так много птиц, между прочим. Да. Там вообще, смотрите, прохода немножко осталось. Представляете, какая-то сейчас дорога у нас на первой избе, там, наверное, остров выше избы. Это все я вам покажу. Ну и тут такая красота. Там луг тоже весь зарос уже. Хотя там сток стоял, там поле большое было. Не раз уже говорил. Грязнуля. Ну что, мы дальше поедем. Работы у нас очень много. Куча работы у нас. Сегодня в основном, конечно же, это будет сенокос. Вот. Тут столик. Ну, выцвел этот маркер. Я лаком еще там покрасил. Было. Но крепко стоит. Крепко стоит. Все здорово. Люди отдыхают, сидят, курят тут. Не зря мы это все сделали. Сколько травы в этом году, ё-моё. Это да. Ну вот, ребят, прибыли на первую избу. Изба в целости, сохранности. Все хорошо. Сыро тут, конечно, сейчас. Очень сыро. Давайте посмотрим, птицы улетели или нет. Все уже. Их не видать. Не улетели. В избе никого не было. По следам вот видно, что следов никаких я не вижу. Ни на машине, ни пешком никто не приходил. Сухостой как стоял, так и стоит. Чолом заракарка. Лечу не шатчины. О, мыши появились. Тут мыши. Очень много мышей, между прочим. Чолом здоровкарка. Лечу не шатчины. Ну, кто-то раптор сжигал. Я не помню, чтобы я сжигал. Или это Женька. После них, наверное, никого еще не было. Вот, все здорово. Все хорошо. Первое, что я сделаю, это здесь буду косить. Территорию немножко надо скосить. Ага. Потом уже будем смотреть. Наша задача сегодня первым делом это все скосить. Если подсохнет, еще надо убрать. Короче, полдня работы для меня, для одного будет. Вода еще ниже стала уровень. Совсем ушла, хрен его знает. Вот это да. Это получается даже меньше прошлого года, что ли.
Вон она где. Все коряги подводные, вот я вижу даже. Надо было еще взять эту подводную камеру. Что-то я и забыл про подводную камеру. Да. Где-то самолет, вон там самолет, луна, самолет летит. Пока все зелено. В начале августа уже начнет этот желтеть, но пока все красиво. Ладно. Ладно.
Ну вот, ребят, такое утро, начало дня. Выехали мы 5 часов, после 5, 6 час был утра. Приехали, вот, скосил одну заправку. Заправка ушла у меня, вот территория вот тут, смотрите, до туалета я скосил, вот здесь. И дальше, вот так все выглядит. Здесь мало травы. Ну и за домом еще небольшой участок. Чемпион, конечно, немножко обжора, сразу скажу. Но все равно быстрее и легче, чем обычной литовкой или же горбушей косить. У меня чемпион Т-264. Вот, поставил чайник. Вскипятить чай надо, заварить, свежий чай попить. И дальше, ну, у меня сейчас еще пару часов уйдет на то, чтобы все это скосить. Немножко коса подостынет, триммер, и дальше буду косить. Подправлять буду, наверное. Сейчас у меня там лезвие стоит. Подправлять, наверное, леску поставлю, и уже вдоль этих построек все это дело буду леской косить. Тут консервы лежат, свежие консервы. Не знаю, откуда это. Я точно это не ел тут. Свинина пряная. К сожалению, вот тут выкинули. Может, из мусорки тоже. Мусорка там у меня за баней, туда бросили. И оттуда уже сорока или лисы вытаскивают. Птицы. Вот. Ну, что еще мне в глаза попалось, это, знаете, вот. Не побрезгуйте, просто посмотрите. Тут помьет. И это похоже на чьи-то какого-то зверька. Может, это, конечно, да, это зверек. Или горностая, или куница вот тут была. Вот это остатки черемых и, наверное, эти ядрышки эти вот, блин, которые вот косточки от черемых. И вот я с утра тоже показывал вам это гнездо. Гнездо, вот смотрите. Ну, как будто все разворошено. Так не должно быть. Конечно же, гнездо остается формой гнезда, когда они уже улетают, вылетают. Но тут очень много, как сказать, помета. И смотрите, да, это горностай, ребят. Вот это я сейчас увидел. Это зверек заходил вон туда. Это горностай. Это горностай. И это гнездо, думаю, тоже горностай тут. Блин. Тут у трясогузки гнездо было. Надо здесь тоже привезти новую, как сказать, марлю. Тюль или что-то подобное. Вот.
Как бы комары сейчас будут залетать. Ох, как хорошо тут. Им вот такой дырочки вполне достаточно, там, чтобы зайти туда. Многие писали, не многие, а один человек, не помню, кто из подписчиков, мне написал, что комары вообще не умеют ходить. Они только летают и все. Нет, ребят, они могут ходить и могут там залетают они в любую щель, просто где они не могут пролететь, они просто идут, заходят в избу, в любую щель. Тулан набегался уже. Откуда-то он, оттуда он пришел. Сейчас он опять куда-то сходил. Ошейник надо снять. Анда. Ой, блин, оттерял ошейник. Не, надо двумя руками. Вот так-то он вытаскивается. Просто у него шерсть намокла и ошейник тоже. Ну, набегается. Сегодня он будет целый день гулять. Вот. Так, ладно, сейчас надо выгрузить мне вещи, занести в дом. Тут у меня вещей очень много сегодня тоже. С ночевкой приехал, тут у меня ведро. Ну, ведро взял, 2 ведра, может за ягодами куда-нибудь схожу. Рыболовные снасти. Резиновая лодка, это сегодня, не сегодня, а завтра или послезавтра понадобится. Там берша, там еще столик привез. Негодный у меня дома, там был пила, удочка, домкрат. Ну и спиннинг еще. Продукты, там рюкзак вон там. Здесь тоже продукты. Ну, ящик с рюкзаком там. Продукты там. Вот. Вещей очень много. Раньше я на восходе сюда приезжал с одним рюкзаком, а сейчас, блин, в машину не влезает столько вещей. Вот. Так, ладно. В принципе, что сейчас происходит, я вкратце вам рассказал. Очень красиво, там очень много иван-чая. Сейчас сыро ходить, чтобы показать вам, заснять, может, в течение дня я еще туда схожу. Очень много цветет иван-чай. Вот. Да и все кругом цветет. Кузнечики чиркают. Обалденно. Полный штиль, ветра вообще нету. Безоблачно. Может, вечером гром снова будет. Так. Ну, все. Дальше я работаю. Сейчас я занесу сперва вещи.